разными видами кибермошенничества сталкивались в 2024 году 34% граждан. Чаще всего на уловки мошенников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием, сообщается в материалах Банка России. Как и годом ранее, в 2024 году чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины. Это мы уже с вами поняли. Со средним уровнем дохода и средним образованием. Как правило, это городские жительницы, к которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты. А именно, использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений. Это пишет нам Банк России в своих сообщениях на своем сайте cbr.ru. Также среди пострадавших в 2024 году незначительно выросла доля пожилых людей. Это тоже отмечает наш регулятор. По данным Центробанка, 9% из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег. Большая часть пострадавших отметили, что их потери из-за действий мошенников не превысили и 20 тысяч рублей. В то же время регулятор сообщает, что возросла доля крупных переводов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Ведь большинство опрошенных, более 70%, после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги. И в основном это были миллионные суммы. Это говорится в материалах на том же сайте Банка России. Также в Центробанке подчеркивают, что обманутые стали чаще заявлять о хищениях. Так, 42%, почти 43% обращались в свой банк, 30% обращались в полицию. Давайте мы с вами разберем, какие же это были виды мошенничества. Телефонное и СМС-мошенничество, а также мошенничество с помощью мессенджеров по-прежнему преобладают. Среди наиболее популярных методов обмана также получение доступа к аккаунтам людей на госуслугах. Примечательно, что пострадавшие обычно переходят по ссылке, которую присылают им злоумышленники, а также добровольно переводят им деньги. Как не стать жертвой мошенников? Именно об этом наш новый выпуск передачи про деньги. Финансовые мошенники становятся все более изощренными, используя современные технологии и психологические уловки, чтобы обмануть доверчивых людей. Каждый год миллионы людей по всему миру теряют свои сбережения из-за мошеннических схем. Однако, зная основные принципы защиты и понимая, как работают мошенники, можно значительно снизить риск стать их жертвой. И сейчас мы рассмотрим основные виды финансового мошенничества, методы, которые используют злоумышленники, и практические советы, как защитить себя и свои деньги. Вообще финансовое мошенничество может принимать разные формы, но чаще всего встречаются следующие схемы. Первая схема – это фишинговые атаки. Фишинг – это метод, при котором мошенники пытаются получить доступ к вашим личным данным, таким как пароли, номера банковских карт или пин-коды. Обычно это происходит через поддельные письма, СМС-ки или сайты, которые выглядят как официальные ресурсы банков. Они так и называются – фишинговые сайты. Ну или платежных систем. Например, вы получаете письмо от банка с просьбой срочно обновить данные вашей карты, чтобы избежать блокировки. Ссылка в письме ведет на поддельный сайт, где вас просят ввести номер карты и CVV-код. Это трехзначный код с обратной стороны карты. Следующий вид мошенничества или схема мошенничества, это схема, связанная с мошенничеством в инвестициях. Мошенники предлагают выгодные инвестиционные возможности с гарантированно высокой доходностью. Часто такие предложения связаны с криптовалютой, покупками акций или несуществующими инвестпроектами. Например, вам могут предложить вложить деньги в уникальный проект, который обещает до 50% прибыли за месяц. Естественно, после внесения средств мошенники исчезают. Следующая схема самая сложная для определения, но она самая рабочая. Это социальная инженерия. Этот метод основан на манипуляции людьми и широко применяется мошенниками. Так,
Мошенники могут представиться сотрудниками банка, правоохранительных органов или даже родственниками или работодателем, чтобы выдать себя за доверенное лицо и выманить деньги. Например, вам могут позвонить и сообщить, что ваш родственник попал в беду и срочно нужны деньги для его спасения. И самая опасная для жертвы схема – это мошенничество с кредитами. Мошенники предлагают оформить кредит на выгодных условиях, но требуют предоплату за страховку или оформление. Также предлагают оформить встречный кредит или кредит для инвестирования в прибыльный проект. Естественно, после получения денег они исчезают. Как же так получается, что мошенникам удается обмануть граждан? Ответ очень прост. Их главная цель – обман. А основная задача – выманить как можно больше денег. Для этого мошенники используют несколько ключевых приемов, чтобы заставить вас действовать быстро и необдуманно. Для обмана мошенники используют следующие приемы. Например, создают срочность. Вас просят срочно перевести деньги или предоставить данные, иначе произойдет что-то плохое, например, блокировка карты или потеря возможности получить прибыль. Также они пытаются использовать ваше доверие. Мошенники могут выдавать себя за представителей банка, государственных органов или даже ваших знакомых. Они предлагают слишком выгодные условия. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман. Поэтому будьте бдительны. А сейчас я расскажу вам, как можно защитить себя от мошенников. Чтобы не стать жертвой финансовых мошенников, следуйте этим рекомендациям, которые сейчас вы видите на экране. А именно, никогда не делитесь личными данными, не сообщайте никому свои пароли, пин-коды, CVV-коды, это трехзначный код на обратной стороне карты, и другие конфиденциальные данные, данные СНИЛС, ИНН и так далее. Банки никогда не запрашивают такую информацию по телефону или электронной почте, особенно в мессенджерах. Второе. Проверяйте источники информации. Если вы получили подозрительное письмо или сообщение, не переходите по ссылкам и не звоните по указанным номерам. Лучше напрямую обратитесь в ваш банк или организацию, используя официальные контакты. Все контакты есть на вашей банковской карте или в мобильном приложении банка, которым вы пользуетесь. Третье. Не верьте в легкие деньги. Если вам предлагают инвестиции с гарантированной высокой доходностью, это, скорее всего, мошенничество. Всегда проверяйте информацию о компании, читайте отзывы. Это вы можете сделать на сайте Банка России. Вы можете увидеть, есть ли лицензия у этой финансовой организации или этой лицензии нет. Используйте антивирусные программы и регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах. Это поможет защититься от вредоносных программ. Будьте осторожны с незнакомыми звонками. Если вам звонят и просят перевести деньги или сообщить личные данные, не поддавайтесь на давление. Прекратите разговор и перезвоните в организацию по официальному номеру, если у вас закрались сомнения. Используйте двухфакторную аутентификацию. Включите двухфакторную защиту для всех важных аккаунтов, банковских приложений, почтовых сообщений, социальных сетей. Это добавит дополнительный уровень защиты. Обучайте себя и своих близких. Регулярно узнавайте о новых видах мошенничества и делитесь этой информацией с друзьями и родственниками, а особенно с пожилыми людьми, которые часто становятся жертвами мошенников. А сейчас несколько советов для случая, если вы стали жертвой мошенников. Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, действуйте быстро. Немедленно заблокируйте карту, позвоните в банк и сообщите о подозрительных операциях. Обязательно сохраните все доказательства, зафиксируйте номера телефонов, электронные письма, сделайте скриншоты переписок и обратитесь в правоохранительные органы. Напишите заявление в полицию или киберполицию. Сообщите в банк. И если деньги уже были переведены, то банк может попытаться остановить транзакцию. Финансовое мошенничество – это серьезная угроза. Но, зная основные методы защиты, вы можете значительно снизить риск стать жертвой мошенников. Главное – оставаться бдительным
не поддаваться на провокации и всегда проверять информацию. Помните, что ваша финансовая безопасность в ваших руках. Будьте осторожны и берегите свои деньги. Мошенники часто используют определенные ключевые фразы, чтобы вызвать у жертвы эмоциональную реакцию, заставить ее действовать быстро и необдуманно. Вот список типичных фраз, которые вы сейчас видите на экране, которые могут сигнализировать о мошенничестве. Например, это фразы, связанные со срочностью. Вы их сейчас видите. Обязательно запомните их, и если вдруг вы эту фразу услышите, кладите трубку. Мошенники создают искусственное чувство срочности, чтобы вы не успели обдумать ситуацию. Следующие фразы, связанные с угрозами. Например, ваш аккаунт взломали, срочно примите меры, ваши данные утеряны, нужно восстановить доступ. И вот весь перечень фраз, как раз вы сейчас тоже видите на экране, обратите на них внимание. Ведь такие фразы вызывают страх и панику, что заставляют людей действовать импульсивно. Следующие фразы связаны с выгодой. Например, вы выиграли 1 000 000, нужно только оплатить налог. Ну, замечательное сообщение, да? Кто бы не хотел выиграть 1 000 000. И вот этот перечень фраз, который вы видите сейчас на экране, обратите на это внимание и знайте, что мошенники играют на жадности и желании быстро разбогатеть. Следующий список фраз связан с доверием. Например, «Я ваш друг» или родственник, и мне срочно нужны деньги. Мы из службы безопасности вашего банка, и нам нужно подтвердить данные. Такие сообщения часто отправляют мошенники, когда взламывают мессенджеры или аккаунты WhatsApp, или делают массовую рассылку среди тех, кто является контактами жертвы. Мошенники выдают себя за доверенных лиц, чтобы вызвать именно доверие, а затем обмануть. Фразы, связанные с техническими проблемами, например, ваш аккаунт взломан, срочно смените пароль и так далее. Вот опять же вы видите сейчас этот список на экране. Имейте в виду, такие фразы заставляют людей беспокоиться о своей безопасности и действовать быстро. Фразы, связанные с предоплатой. Например, для получения выигрыша нужно оплатить комиссию или, чтобы оформить кредит, внесите страховой взнос. И это должна быть обязательно вся полная сумма этого взноса. Обратите внимание на эти фразы. Обязательно прочтите их, запомните, ведь мошенники просят перевести деньги под любым предлогом, а затем просто исчезают, но уже с вашими деньгами. Следующий список фраз – это фразы, связанные с конфиденциальностью. Например, «никому не говорите об этом, это строго конфиденциально». Или «не сообщайте никому код, который мы вам отправим». Или «не верьте никому, кроме нас, потому что вас окружают мошенники». Как раз мошенники пытаются и стараются изолировать жертву, чтобы она не могла посоветоваться с кем-то. И они помогли им раскрыть обман. Также фразы, связанные с поддельными документами. Например, мошенники часто говорят, что мы отправим вам официальное письмо с подтверждением и так далее, или вот ссылка на наш сайт, все официально. Вот список этих фраз, опять же, вы видите на экране, обратите на это внимание, ведь мошенники могут подделывать документы, они могут подделывать сайты и даже подменять номера телефонов, чтобы выглядеть убедительно, чтобы жертва клюнула на этот крючок. Но как же не реагировать на такие фразы? Ну, во-первых, не поддавайтесь панике. Остановитесь и подумайте, прежде чем действовать. Во-вторых, не переходите по ссылкам и не звоните по указанным номерам. Обязательно проверяйте информацию через официальные источники. В-третьих, не сообщайте никогда личные данные. Никогда не делитесь паролями, кодами или данными карт. В-четвертых, проконсультируйтесь с близкими, ну или на крайний случай со специалистами банка. Если ситуация кажется подозрительной, обсудите ее с кем-то, кому вы доверяете. Ключевые фразы мошенников направлены на то, чтобы вызвать у вас эмоции, страх, жадность или доверие. Если вы слышите подобные фразы, будьте настороже. Помните, что мошенники всегда играют на ваших чувствах, чтобы заставить вас действовать быстро и необдуманно. Будьте бдительны и защищайте свои деньги. И помните, что все самое интересное про деньги в новых выпусках нашей передачи. С вами была Рита Якушева.
До новых встреч в эфире.